Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Ждем включения. Скажите мне, когда вы увидите меня у себя на экране. Так. Ушу. Все. Ассаламу алейкум еще раз. Приветствую всех. Рад вас снова информировать. Так, 43 человека смотрят, 26 лайков, как говорится. 52 уже смотрят. Давайте покупаем билеты. Добрый вечер всем. Донатас, Андрей, Чечня не Россия, Мухаммад, Раф Сирен, привет. Так, у меня только сейчас картинка пошла. Ну, раз вы видите, хорошо. Так, Ингушетия, ассаламу алейкум, алейкум салам, чинуа алейкум салам. И снова здравствуйте с вами, как там говорилось. Так, безбилетники, быстро поставили лайки, чтобы были билеты. Не ставят лайки, короче говоря. Но это опасно, наверное, да? Это опасно поставить лайк. О, уже 36 лайков. Так. Аслан, ты в курсе, что Ширак умер? Когда в Чечне шла война, он говорил, что Путин корректный человек и призывал с ними дружить. Я слышал по поводу того, что он говорил про Путина. Я не знаю, насколько правда или нет. Он говорил там про чеченцев, которые, когда была Первая русско-чеченская война, сразу он говорил всех принимать. И сразу как раз читаю Андрея Малашицкого. Малашицкого сразу ставлю лайк, говорит. Вот, Андрей ставит, остальные несознательные. Нужно специальную службу завести по контролю за подписчиками, чтобы ставили лайки в кожаных, чтобы они были в кожанках и с наганом. Тогда все будете ставить. Как миленькие. Не дай бог, конечно, вам такого, но можно и пошутить. Сегодня очень хорошие новости, поэтому настроение отличное, как обычно. Я вам обещал только хорошие новости, будут всегда хорошие новости. Ну, может, не всегда. Так, давайте чуть-чуть ваши вопросы почитаем, потом перейдем к вкусному, интересному. Как раз поговорим побольше, чтобы народ собрался, обсудим. Почитаем ваши вопросы. Так, Волков, салам алейкум, алейкум салам. Андрей, ставлю лайк. Так, 37 уже. Так, слава Ичкере, слава Украине, вы наши братья, говорит Таня Атаманша. Приветствую, Таня, героям слава. Так, поехали. Мортила Карл. Ассаламу алейкум. Доброго времени суток всем здравомыслящим людям. Аслан Мозда Хабету. Ва алейкум салам. Дерес хуль. Так, Мухаммад Гадай. Ассалам алейкум. От кино лати дитя Аслан Хайнхитак. Веселый сегодня Асланбей, говорит Танзарина. Да, сегодня хорошие новости. Про какое кино говоришь? Про которое там у российских вот этих пропагандистов там разрыв идет, да, всего и вся. Вот про этот фильм Ахмед Закаев снялся там небольшой роль, и мы только видели ролик, ну этот рекламный ролик, или как он там называется, анонс фильма, вот, или поэтому пока ничего сказать не можем, мама. Конечно, есть что обсуждать. Не стал Закаев, не одел российскую форму так, но хотя бы в кино одел. Значит, скрытый какой-то, да? Так, поехали дальше. Веселый сегодня Асланбей. Так, это было. Джон Маккен. Ассаламу алейкум всем. Ребята, надо учиться. Будущее за вами. Не зря вам навязывают эти бои без правил. Это спецом, что не развивались. Чтобы не развивались. Так что спорт хорошо, а мозги тоже надо накачивать.
Совершенно верно, Джон Маккейн, алейкум салам. Самый сильный мускул – это мозг. Тренируйте, господа, мозг. Потом уже все остальные части тела, которые вы тренируете для безопасности вот этого главного мускула, чтобы его всегда, и даже Господь нас создал таким, что вот черепная коробка самая сильная, самая защищенная, потому что это самый такой важный и очень такой ювелирно сделанный компьютер в нашей голове, который нужно беречь. Так, поэтому тренируйте мозг. Так, Машволь, Асламбей и все остальные. Машал Хиль, леди. Так, Анзор Рино. Чино Дели Саламашал Хулт. Анзор Рино из книги Жака Ширака. Мое президентство, выпущенное в 2009 году, по сведениям французской разведки, эти люди за одну ночь разбили 3 отборные дивизии российских войск, уничтожили до 450 техники. Говорит. Да, было такое, я читал об этом. Я не знаю, насколько это правда или нет, кто говорит по-французски. Видимо, если есть в этой книге такое, кто прочитал, скажите. Так, имя, фамилия тоже Асланбей смеется. Хамзат Кило, ассаламу алейкум салам, город чеченский, ассаламу алейкум Аслан, Машуолу, алейкум салам, город, Делер салам маршал, хуй. Так, Мамад Гадай, там пока нечего обсуждать, пока оставим. Но это, я тебе скажу, это очень правильный шаг, то, что он сделал. Я не знаю, насколько большая роль Ахмед Закаева в этом фильме, но у русских пропагандистов на всех каналах просто истерика была. Они его и террористом называют. Во всем мире его не считают террористом, и в суде он доказал, что он не террорист. А вот российские телепропагандисты называли его террористом. Хотя они сами и пропагандисты, и террористы. Поэтому я думаю, это уже хорошо. А так что о нашем премьер-министре заговорят во всем мире, что вот по новой наши извечные вековые враги говорят о нем прям с ненавистью и со злобой, то это очень хорошо. Арнольд Шварценеггер сыграл в фильме «Красная жара», я как-то говорил об этом, и из-за этого он не стал КГБшником, да, он играл КГБшника в этой «Красной жаре», или там военным русским, советским, он же не стал из-за этого военным советским. Так что все нормально, волнуйтесь, Ахмед Закаев никуда не собирается, и даже многие, кто сейчас критикует, даже если уйдут, он останется. Так, Аслан Бейбо Куду. Сунамца Хамзатхил. Дорогой Бог, уважаемый Бог. Так, Ичкерия Лайф. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Так. Ингушетия, Ингуш. Брат, про заявление Даудова про Ингушетию, Дагестан. Земельный вопрос. Про Осетию вообще не говорю. Братья, заявил он. Я так-то не слежу, я слежу за ситуацией задержанных вот ингушских активистов, которые сейчас сидят. Я за этим моментом слежу. А там кто-то делает вбросы, что там кто-то кому-то землю отдал, у кого-то что-то забрал. В тюремной камере 2 брата делят участок земли, я об этом тоже раньше говорил, участок камеры, которой они даже не пользуются, да, где-то там в горах находится. Отдай ее Ингушетии, она останется чеченской, отдай ее Чечне, она останется ингушской. Там разницы никакой нету. Надо освободиться, и потом по-людски свободные люди сядут, как мы умеем между собой договариваться. Но будем и границы делать, и не нужна граница. Здесь Европа, здесь нет никаких границ. Они не братья друг другу, веками воевали между собой. И никто между собой сейчас в данный момент не враждует. Они в одной стране живут. Ну, Евросоюз это одно. Вот был в Швейцарии, и вот эту Швейцарию мы видели прям. Мы знаете, как различали? Французская часть Швейцарии по окнам, если есть ставни на окнах, французская часть, немецкая там своя, там итальянская своя и так далее.
Поэтому нам никакие границы не нужны. Наша земля ингушская, а ингушская это чеченская. Поэтому нам это даже обсуждать не надо. А то, что там кто-то обсуждает, какой-то называющий себя министром, нет, премьер-министром, или председатель парламента, а, какой-то там Тимур Даудов, потом ставший Магомедом Даудовым по кличке Лорд. Этот человек там вызывает кого-то на бой, там он ждет на границе, с кем-то встречается. Я вообще не понимаю, они уже, ну, ведут себя, как, я не знаю, как какой-нибудь в русской деревне. Должны быть серьезные парни, ведут себя, как я не знаю, кто. Ну, хотя, по крайней мере, говорят о себе, что ли. Сундера, я не знаю, надо думать о тех ребятах, которые сейчас арестованы, сидят там в Владикавказе, там, или где они сейчас находятся под следствием. Надо в срочном порядке что-то делать по ним. И все люди, которые выходили на митинг против Евкурова, против передачи этой земли, там, или для чего там выходили люди. Эти люди все должны выйти сейчас, требовать этих людей освободить. Каждого выдергивать по одному и заливать это. Ну, а то, что Россия на вас никак не отреагирует и никак вам не поможет, да, оппозиционная Россия, это вы уже давно знаете, да, в Ингушетии убивают давным-давно, да, возьмем ее как часть территории России. Давным-давно убивают людей, семьями там людей убивали, женщин убивали, мы все это знаем. Подрывали вместе там с матерью, с женой в машине, если ехал человек. Без вести пропадали. Ну, огромное количество было. Ну, маленькая Ингушетия это все. При всем при этом русские оппозиционеры, русские либералы и все другие, там, за исключением редких единиц, которых уже можно там считают даже сумасшедшими, если он себя так как-то ведет в защиту там ингушей там, или ингушского народа. Вот эти люди на вас никак не реагировали. Сейчас, когда задерживают какого-то там Навального, Яшина, КГБшников, которого задерживают там на 15 суток, на трое суток, на 30 дней, это чуть ли не героизм, это там нарушение прав человека и так далее. Мы по-разному смотрим. Эти либералы, эти демократы российские, эти правозащитники российские, они на нас смотрят как на второй сорт. За нас говорить, да, в русском обществе, говорить хорошо за кавказца, за ингуша, за дагестанца, за кого бы то ни было, и тем более самый плохой это пример чеченцы, если приводить, это считается, ну не камильфо, это, знаете как, в русском обществе, это считается, ну, некрасиво, некультурно заступаться за кавказцев, и говорить что-нибудь хорошее, даже если эти кавказцы там являются там, пророссийскими там, заступниками там, за Россию, за там, справедливость там, какую-то в России хотят. И то, что вот сейчас в Ингушетии, вы видите, все только задержали какого-то там актера, да, так называемого, говорят, и не актер он вовсе, и там тоже очень мутная ситуация. Все певцы, актеры, творческие люди реагируют на это, ну и так далее. И только не реагируют, если это ингуши, дагестанцы. Вот посадили журналиста, чеченского журналиста, да, помните, молодой парень на Кавказском узле работал. Абсолютно реакция, хотя этот человек официально был там журналистом, что этот человек ну, абсолютно легально, его никак там не привяжешь к какому-нибудь там исламисту, терроризму или еще чему, какому-нибудь изму. Ноль реакция была, ну реакция была, но очень-очень слабая и маленькая была. Была вот среди профессионалов была эта реакция, а в обществе, в российском, русском обществе никакой реакции не было. По Аюбу Тетиеву, да, была реакция, но так как международное сообщество, все поднялись за Аюба Тетиева, а Аюб Тетиев, все вот эти правозащитные организации, которые есть в России, должны получать гранты, и тут реагируют какие-нибудь там международные Amnesty International какая-нибудь, международные какие-нибудь другие организации крупные, и не реагируют российские, ну было не совсем верно. Даже так называемый кандидат в президенты Явлинский приехал, да,
на суд. И все равно это как бы, конечно, не помогло, не сильно помогло. Хотя, конечно, внимание было, его могли просто убить, конечно. Ну вот такого плана нужно реагировать на тех ингушей, на тех дагестанцев, на тех чеченцев, на карачаевцев, черкесов, на всех кавказцев, на которых не реагирует российское общество. Да, и зато они здесь себя представляют, такие все борцы с режимом, такие защитники там прав человека и так далее. Но права человека есть у русских, а есть у остальных, получается. Тогда, ну, вот такой вот план. Обидно это или нет, это факт. Система работает против там кавказцев, не русских, там и не только кавказцев. Там тем же азиатов возьмем, тем же якутов, бурятов возьмем. И вот даже вот если вы заметили, когда в Украине была война, там обгоревший бурят, танкист какой-то, да, поехал убивать украинцев. И вот все раздувают: буряты, буряты, буряты. Да дело же не в бурятах, да, и специально потом, нагнетая эту волну, как какой-то бурятский хор там, или студенты, я не помню, кто они там были, там, как они за великую Россию там и так далее. И вот все получается, вот буряты напали на Украину. Вот если бы не буряты, то никакой войны не было бы. Вот такого плана вещи происходят. Прикрываются нами же. Так, поехали к вашим вопросам. Так, Эдуард момент задонатил, дался. Баркал Эдуард. Спасибо, опять же. Так, еще мне кто-то задонатил в самом начале. Руслан Бамуцкий. Дался Адой Руслан. Баркал. Так, поехали. Так. Так, Ичкерия Лайв. Делитесь видео и подписывайтесь на реалити. Анзорино, маленький шаман с тележкой заставил Так, путятничку. Да, правильно, Анзор, согласен. Не зачитывать до конца не буду. New Horizons. Да, русские вас, кавказцев, ненавидят всем сердцем. Вы тоже молодец. На русские надеяться. Русские свои братья украинцы убивают, а кавказцев вообще ненавидят. Ну, я на русских не сказал, что я надеюсь, если честно. Да, ну, как бы есть там отличные ребята, я скажу. Просто золотые ребята есть. Но это как бы не меняет всю картину с русскими в целом, да, то, что имперство, фашизм, это, ну, это часть культуры. И это даже не мешает им никак. Так, святой мученик Вата. Аслан Салам, как насчет того, чтобы скинуть окончание ов и ев с фамилией кавказца, ведь они навязали это только мусульманам. Ну, не только мусульманам, они сами тоже, Петровы, Ивановы. И как бы, да, конечно, к этому обязательно надо прийти. И всем, кто живет в Европе, я так и посоветовал бы сделать, конечно же. Это, но если хотите, чтобы было у вас настоящее имя, то на настоящее имя, фамилия должно быть так. Так, Тойзен задонатил. Да, Садоль Тойзен. Ассаламу алейкум, Асланбей. Гбей, значит, господин Бор Дустюрского. Все, понял, принято. Ва алейкум салам, Тойзен. Мортилакар. Аслан, дал дик дек дуэль, мачо под откос был в войнах, ма карза был лакош, шаша нисхич. Трезо ойлятся цара. Ну да, есть такое. Амин, дал дик дек дуэль. Шаман разорвал путку, говорит Атангикая. Лунный свет. Ассаламу алейкум. Безнаказанность порождает преступления. Россияне должны быть наказаны, иначе они будут совершать новые преступления, а в Европе будут высказывать только большую озабоченность. Ну вот видите, нужно, чтобы они столкнулись именно, ва алейкум салам, лунный свет. Нужно, чтобы столкнулись вот с равнозначной силой, чтобы их можно было привлечь к ответственности, да. Равнозначные силы на сегодняшний день это там Объединенная Европа, допустим, Америка, Китай, кто еще может там по зубам надавать. Ну, Турция может быть там в какой-то степени даст, может не даст и так далее. Ну, из-за того, что НАТО, да. Ну, вот такого плана. И то, что за нас, да, за нас там никто их наказывать, брать в оккупацию не будет.
Но дело все идет к тому, что в любом случае а, вопрос с Россией, с путинской Россией уже решен. Все дело времени. Они, конечно же, будут препятствовать всячески, препятствовать там, оттягивать нет свой и своей вот этой системе вот, Путина, системе КГБ. Ну, однозначно исход один. Они будут медленно-медленно загнивать. Даже если у них не будет, как мы знаем, даже если у них не будет там тракторов, там еще они наконец будут там пшено сеять, там как-то выживать будут. Народ вместо того, чтобы сопротивляться, будет терпеть, терпеть и терпеть. А наша задача доносить до мирового сообщества, до граждан России. В России живут не только русские, там много других национальностей живет, огромное количество других национальностей живет. И есть русские, которые потихоньку мы будем им доносить, объяснять тем русским, которым тоже это важно, которые думают, будем доносить, что режим не просто преступен, он абсолютно преступен, абсолютно токсичен этот режим. Путинский режим, Россия, сегодняшняя Россия, это абсолютно бандитская, очень опасная страна. Нету ни одного действия, которое бы не совершил Путин, если он уверен в своей безнаказанности. Ни одного преступного действия, которое бы он совершил, нет такого, которое бы он не совершил, будучи уверенным в своей безнаказанности. Только лишь уверенность, что он может быть наказан за это, он остановится, да, не совершая эти преступления. И для этого мы четко должны понимать, что мир должен понять это, применить ядерное оружие, убить 100 миллионов и начать Третью мировую войну. Для Путина вообще не проблема. Проблема в том, что он останется крайним. Потому что принимать даже выстрелить из бука, если вы помните, в ту ночь они экстренно собрались, когда в Америке еще был день, они еще ночью собрались, Иванов, Путин, вот эта вся эта кодла бандитская, они собрались и быстро принесли там свои соболезнования там, и так далее, и так далее. Чтобы это не послужило казусом Белли, поводом к войне, и на них быстренько кто-нибудь не напал. Очень сильно испугались. Они этого боятся. Но если это будет там, я не знаю, маленькая Чечения, маленькая Грузия, там, разобщенная, дезориентированная Украина и так далее, то да, с ними будет там и Геракл, и Витязь, и кто там, и там русский удалой хлопец, кем угодно будет Путин и его банда. Потому что там можно как бы безнаказанно творить преступления. И никакие рамки закона, ни международное право, ни Конституция России, ни какие-нибудь там уголовные кодексы внутри России, это ничего их не останавливает. Они над законом. Они не считают, что они являются какими-то там обязанными соблюдать, что Путин является гарантом Конституции. Это он так не считает. И вот сегодня хотелось бы вот с хорошей новости прийти к тому, почему я сегодня с таким хорошим настроением. Как мы знаем, в 2017 году российскими оккупационными властями на территории временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия были похищены несколько десятков человек. По разным данным, в тот период времени, январь, февраль, март, февраль месяц 2017 года было убито около 100 молодых человек. На сегодняшний день, по разным оценкам, смогли максимально установить убитых молодых людей 27 человек. Они были умерщвлены разными способами, потом их тела были спрятаны, уничтожены, закопаны на христианских кладбищах на территории оккупированной Чеченской Республики, где-то на свалке, ну вот кого-то по-разному уничтожали, да, вот, не вдаваясь в подробности. Потом дальше там есть очень интересный сюжет, который, конечно же, потом всем станет известен, как это все делалось. И так получилось, что произошло чудо. Чудо произошло. ОБСЕ создал специальный механизм, так называемый московский механизм.
Это просто название такое, московский механизм, так как первый раз он был запущен в 91 году в городе Москве. И в других местах он 2-3 раза после этого запускался. Это мониторинг, быстрое оперативное вмешательство в регион, где нарушаются права человека. Вот по этому факту началась переписка с российскими органами государственной власти. И очень не хотели принимать, были отписки, пытались, вернее, скрыли следы преступлений. И было выяснено, что 27 человек массово были убиты. И вот вчера, 3 дня была сама поездка. Вот за моей спиной находится немецкий политик Франк Швабе. Он также является заместителем председателя немецкой группы в ПАСЕ и в ОБСЕ. И вот ОБСЕ направила Франка Швабе в Чеченскую республику, временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия. И Франк Швабе очень интересные вещи принес. Конечно же, Франк Швабе должен быть очень осторожным. У России и Германии очень старые, такие хорошие, мощные финансовые и этнические уже взаимоотношения на протяжении последних, особенно 78 лет, хотя 70-80 лет. Скажем так, после Второй мировой войны, да, получается где-то чуть больше 70 лет. Вот получилось так, что человек приехал очень осторожно, очень аккуратно он выражается, потому что там произошло. Но однозначно Франк Швабе заявляет, что больше выдавать чеченцев в Россию нельзя. Это однозначное заявление из того, что он сделал. Потом он сделал еще там объявление, то, что некоторые вещи, которые мы видим, не всегда являются тем, что оно есть на самом деле. То, что даже вы своим глазам можете не верить. Такая может быть ситуация. Короче говоря, больше никого выдавать не будут. Но, да, это маленькая такая победа, и наши усилия, которые мы прикладывали, они увенчались успехом. Это не только те, которые мы проводили, митинги. Конечно, их тоже надо продолжать проводить, и мы будем проводить. Потому что мы должны о себе заявлять, мы должны, чтобы с нашим мнением считались, чтобы мы здесь сотни тысяч, 200-300 тысяч чеченцев в Европе должны, чтобы наши права соблюдались, чтобы с нами считались, чтобы нас не выбрасывали на смерть, унижение, пытки в бандитскую Россию. Вот этот Швабе он сейчас дал интервью, он еще не сделал официальный доклад, это определенный объем работы, который ему еще предстоит сделать, и мы тогда уже сможем ссылаться. Я под этим видео, под этим оставлю ссылку на немецком языке. Всем рекомендую, просто обязываю всех, у кого эти проблемы юридического характера по поводу миграционных этих дел, своему адвокату предоставить это интервью, которое есть. И так есть еще моменты, которые я и ранее скидывал, и у меня на канале это все есть, в сообществе, да, где можно тоже на немецком, на русском само начало расследования этого ОБСЕ с их сайта. Обязательно, конечно, должна быть ссылка и на журналистское издание, допустим, там Deutsche Welle, да, об этом говорит, это немецкая редакция. И если это будет сайт ОБСЕ, всегда, конечно, любой документ, когда вы предоставляете, вы должны давать ссылку, откуда этот документ. И обязательно вы должны довести до своих адвокатов эту информацию, а уже адвокат должен вашими глазами все это увидеть, а потом уже после этого на суде вы должны контролировать, и, конечно же, в случае необходимости, если адвокат этого не скажет, вы сами должны об этом сказать судье, сказать, что такие дела. А если вина наша в том, что нас выселяют, я об этом много раз говорил,
конечно же, наша вина тоже есть. Мы получаем документы, говорим, что нам угрожает опасность, а потом быстренько едем домой. Так вот, тот, кто так говорит, получает документы, знаете, вы несете долю ответственности за тех ребят, которым не дают здесь документы, которым реально угрожает опасность, но им не верят, потому что вот раньше уже вы прошлись, и вот вы сказали, что вам опасность, вам дали документы, а вы обманули. Потом ваше дело выявилось, конечно, вас тоже лишат позитива, у вас будут проблемы, но репутация подмочена, как говорится. Поэтому вот такие вот дела по поводу ОБСЕ. Я вам скажу, что это сейчас не так кажется большим, но это огромное дело по этому поводу России, во временно оккупированной Ичкерии русские делали свои перестановки, делают перестановки, и скорее всего, если расследование зайдет определенно далеко и юридически будет признан режим, установленный сегодня в России, незаконным, конечно же, этот режим русские будут менять. Да? Но нас это не устраивает. Мы обращаемся и к господину Швабе, мы обращаемся ко всем другим политикам, правозащитникам, остальным людям, чтобы они понимали, что преступления и нарушения прав чеченцев и граждан Ичкерии начались не в 2017 году. И, конечно же, если у чеченцев есть права, да, у отдельных личностей есть право на жизнь, право на справедливое судебное разбирательство, право на безопасность, ну и так далее, остальные права человека и гражданина, то также есть права у чеченского народа. И права народа, они нисколько не меньше, чем отдельные личности из этого народа. Да? И у нас есть право, и юридически мы абсолютно имеем на это право, и юридически наше государство существует. Если исходить из того права, которое на сегодняшний день в мире существует, то наше государство, оно существует. А временно оккупированы были многие государства, и это может продолжаться и 50 лет, как это было со странами Балтии. Но также мы должны требовать не только вот закрепить этот успех, который, да, вот с 2017 года по сегодняшний день прошло 2,5 года. Я знаю, что над этим работало очень много людей. Вот чтобы вот этот господин Франк Швабе съездил в оккупированную, временно оккупированную Ичкерию, вот до самого этого дня проведена огромная колоссальная работа с риском для жизни, интеллектуальная работа, финансовые затраты происходили, большая работа проведена. И всем спасибо, всем до единого человека, кто принял в этом участие, спасибо. Но если бы эти люди не приняли бы в этом участие, не рисковали бы своими жизнями, и сейчас они находятся под угрозой их жизни, потому что только вот так расковыряли вот это осиное гнездо, только вот чуть-чуть оттуда вот кокон их закрытый, да, где они показывают, что очень хорошо, там две мечети, там три этих высотки, вот, и вот мы расковыряли. Это, конечно же, очень опасно, очень долгий, трудный путь. И при всем при этом эти люди осмелились, сделали, большая, огромная человеческая благодарность. И остальных всех призываю, всех, кто решается, кто уже решился, давайте активнее, продолжайте. Все, кто находится на территории временно оккупированной Ичкерии, вы можете обратиться как ко мне лично, также к правительству нашей Ичкерии, к Ахмеду Закаеву, мне как правозащитнику, Сайдамину Ибрагимову можете обратиться. Вы можете обратиться напрямую ОБСЕ. И если у вас есть факты нарушений, преступлений, убийств, ну и так далее, они есть. Мы это знаем, вы это знаете, что они у вас есть. Конечно, также будет проводиться расследование. И вот у Франка и у других его коллег прибавится работы. Мы, конечно же, будем всячески этому способствовать. И, конечно же, мы будем привлекать всех к ответственности. Наша задача как можно больше привлечь внимание и закрепить сегодняшний успех. Так что вот такие вот дела. Поехали дальше к вашим вопросам. Так, подождите одну секунду.
А потом надо будет еще обсудить вопрос по поводу а, убийцы Зелимхана Хангашвили. Так, давайте тогда сейчас, пока отвечаем на ваши вопросы, как раз может касается вот именно этой темы по поводу. Так, Хамзат Кило, Аслан, от Шваба син доклад, киел доклад интервью переводчик, ецават, вала и моту уж беларсун асиидери переводчик. Но он говорит, Хамзат спрашивает по поводу доклада, есть ли перевод его интервью. Ну там, смотрите, если вы зайдете через Google переводчик, Google Chrome, да, вы сразу увидите перевод. Там есть и на русской редакции, которой я не доверяю практически стопроцентно, но перевод есть, я имею в виду редакции Deutsche Welle, русской редакции Deutsche Welle, потому что там проскакивают это их путинские вот эти моменты. Но это другая тема. Сейчас то, что я вам скину ссылку, эта ссылка есть, сейчас я ее даже сюда скину, а вы потом можете и под этим видео поместить. Я сейчас постараюсь ее сейчас найти. Так, она где-то здесь, все, нашел. Ее можно прочитать, вот если вы зайдете через Google, вы сможете прочитать. Вот я сейчас вам ее закину сюда. Вот это сама ссылка. Сейчас я еще постараюсь. Нет, здесь я под видео пока не могу поместить. Да, под видео я пока не могу поместить. Но после того, как эфир закончится, я помещу эту ссылку под видео. Обязательно надо будет показать своему адвокату, и ваш адвокат должен досконально, как и вы, понимать всю эту ситуацию. Только тогда у вас качественно и достаточно результативно сможет защищать вас адвокат, если он вашу проблему видит вашими глазами. Потому что то, что знаете вы и знают все вокруг, как вы считаете, далеко не все знают, и далеко немногим есть дело до нашей проблемы. Так вот, на немецком этого перевода нету, но сама эта статья есть на немецком, а самого доклада Шваба пока еще нету. Шваба только прилетел, и он всего лишь один день был, его критиковали, почему вы всего лишь один день собираетесь побыть в Чечне, 2 дня он побыл в Москве, и ему один день там вынуждены были, он, видимо, там обложился со всех сторон законами, вынуждены были ему дать разрешение. Но он встречался с правозащитниками, уверен, это даже не 10% того, что, и даже не 0,01% того, чтобы люди хотели бы рассказать, если бы они были свободны и не боялись бы за безопасность своих родственников. Конечно, многие рассказали бы еще господину Швабе. Я с удовольствием поеду в Берлин, обязательно постараюсь встретиться с Франком Швабе, донести ему эту информацию, так как мы тоже располагаем информацией, хотя на месте он там общался с Аюбом Тетиевым, и я думаю, Аюб Тетиев дал достаточно весомую информацию именно по этому делу. И вот этот немец, пока был у нас в нашем временно оккупированном Джахаре, бывшем Грозном, в это время как раз, когда он занимался этим вопросом, был убит Зелимхан Хангашвили. Мы обязательно сейчас поговорим о Зелимхане Хангашвили, о ситуации, которая сейчас вокруг складывается, о его убийце, который оказался, уже фамилия уже ясно. Сейчас пока, может, зададите какие-нибудь по этому поводу вопросы, я сейчас на них попробую ответить, что знаю. Так. Асан, кто-нибудь следит за этим делом, за делом Хангашвили, чтобы виновный понес свое наказание? Дехстан Лайф. Я лично не слежу за этим делом, я имеется в виду, не слежу. Конечно же, я слежу, я имею в виду, я не слежу в том плане, что я не координируюсь, никак не контачу с правоохранительными органами по этому делу. Потому что там есть родственники и так далее. Но так мы, конечно, следим, а есть я абсолютно, скажем так, уверен в немецком
немецкой судебной системе, правоохранительной системе. Да, конечно, если будет какое-то большое там желание, воля политиков, то, конечно, могут быть изменения, я это прекрасно понимаю. А так, я думаю, все идет очень хорошо. И вот эта затянувшаяся пауза немецких политиков, других, она у меня вызывает, скажем так, обеспокоенность, конечно, но при всем при этом я понимаю, что это очень серьезный вопрос. Это, ну, это пересмотр всех отношений между Россией и Германией. Потому что я считаю, я абсолютно в этом убежден, опять же, что Зелимхан Хангашвили, как человек из списка, расстрельного списка, который есть у преступной банды в России, там Министерство нападения Российской Федерации, там ФСБ Российской Федерации, там и другие, там ГРУ, ну это военные их, то они, у них там этот список большой, и я почему считаю, что это был акт терроризма, так как на высшее политическое руководство Германии, я считаю, была попытка оказать давление убийством от Зелимхана Хангашвили, так как убийство Зелимхана произошло через 2 дня после того, как Германия отказала предложению Дональда Трампа вернуть Россию G7. Великобритания и Германия отказали. Ну вот, где смогли и где посчитали, что можно запугать фрау Меркель, вот совершили вот такое подлое убийство из числа вот своих, из списка своих вот грязных, своих расстрельных вот этих дел. Чинго тут пишет, Шваба услышал лишь 8 или 10% правды, говорит, поэтому то, что ездил. Да, я согласен с тобой. Я думаю, даже, возможно, меньше. Андрей Малашицкий. У русских есть поговорка «Свободу на хлеб не намажешь», а у русских холопов в крови вековой голод. Постоянно жрать хотят. Да, Андрей, вы неплохо, ну, мы друг друга с вами неплохо понимаем, о чем мы говорим. Может, некоторые немцы нас не поймут, потому что ну, у некоторых не укладывают, некоторые чеченцы не могут понять. Они думают, что вот эта свобода, вот эти вещи для других так же ценны, как для чеченцев. И многие просто не понимают этого. Так. Майк Форд Фрост. Этому немцу нужен координатор, который хорошо знает чеченскую проблему. Ты идеально подошел бы на эту роль. Ну, я буду писать, я говорить, они меня видят, они знают. Ну, понимаете, тут есть такая ситуация, как заинтересованность сторон, да, они должны быть заинтересованы быть во мне, ну, возьми меня, ну, я, может, там, буду говорить там не совсем то, что, ну, скажем так, не объективен буду. Я буду тянуть, например, одеяло на чеченцев. Может, с этим связано. Может быть, еще не слышали нас, да, может быть, еще. Но мы будем говорить, и в любом случае у нас другого выбора нет. Мы будем доносить нашу правду. А так, сами будем ходить и говорить. Мы не гордые. За чеченский народ готовы потерпеть. Сказать, зачем я говорю, это только поэтому, что они украли у нас историю. Сейчас мы стараемся забрать свое, то есть мы их породили, мы их и отпоем. Да. Анзорина, Меркель завербована Путиным. Нет, я так не думаю, Анзор. Если бы Меркель была завербована Путиным, она бы согласилась бы, чтобы на G7 вернули бы. А если бы Россию вернули бы на G7, что полномочия вот эти главы имели вернуть, да, Россию на G7, и Трамп пытался протолкнуть эту идею, то, что в своей компетенции Трамп пытался там вернуть его. Ну, это был бы колоссальная просто удача, победа вот этой путинской банды. Они бы тогда были бы, ну, как признаны рукопожатны, ну, видите, там возвращаются и так далее. И усилия Сената, санкции. Санкции-то, ладно, Путину надо внутри вот этой своей кодлы бандитской показать, что он рукопожатный. Это как Акела промахнулся. Как только он не рукопожатный, да, они корчат из себя, что там Европа, там
для них это все туфта, Америка туфта и так далее, что они всех победят и в радиоактивный пепел превратят. А на самом деле для них это очень важно. И для Путина как человека, и для его окружения, да, потому что и у этих всех, у этих людей, которые накопили несметные богатства русского народа, которые они похитили, в том числе и то, что они приватизировали еще у советского народа, вот эти люди, у них деньги вложены во все мировые там крупные экономики. У них за границей живут, учатся, работают и свою жизнь связывают там с Америкой, с Англией, с Францией, с Германией и так далее. И, конечно же, они начинают говорить, ну, куда мы вывели столько миллиард, а тут раз и Вова с ними совсем переругался. Ты уже токсичен, потихонечку тебя могут попасть в какой-нибудь, уже ты в их список попадешь, уже там европейский, американский. И где-то выяснят, что ты преступно нажил эти деньги, возьмут в оборот и так далее, и так далее. Просто до всех пока руки не доходят, где-то как-то прикрыты большими финансами и так далее. Ну, посмотрим, что будет. Но то, что Путину нужно было вернуться, была это, ну, очень сильная такая задача номер один. Но не получилось. И реакция Путина на это через 2 дня убийства своего врага, человека в центре Берлина, это говорит о том, что это очень сильно задело Путина. И только лишь по этому одному факту, не говоря уже о других фактах, можно, ну, с большой уверенностью утверждать, что Меркель далеко не агент Путина. Что не скажешь, например, о президенте США. Хотя, опять же, это тоже недоказанный факт, но слишком много вот этих моментов косвенных, да, доказательств, что все-таки Трамп связан с ними. Так. Так. Поехали дальше. Нью Аризон. Чеченцам надо адвоката из Израиля, евреи нанять. И евреи все до конца доведет. Да, можно и так, можно. Есть эти большие крупные адвокатские конторы еврейские, которые занимаются там разными вопросами. Конечно, это нужно делать, и мы будем это делать, конечно. Но нужны финансы, евреи бесплатно работать не будут. Ну, будем работать. И не только еврейские, хорошая адвокатская контора, компания очень много нам может сделать. Так, как сказал Шварценеггер, как побитая собака. Да-да. Так, не думаю, что Меркель пророссийская, просто немцы очень зависимы от России и наоборот. Ну, большие деньги просто, большие деньги. Галина Коснарева. Солидарна со всеми здравомыслящими людьми. Страна и все коренные народы должны быть свободны от хунты. Да, конечно, если не будет свободы, не будет никакого развития. В том числе вот к русским обращаюсь. Вы поймите, если мы боремся за свою свободу, во-первых, сделать нас такими же рабами, как вы сами, вы от этого ничего не выигрываете. Ну вот такой клочочек земли вы заберете, забрав нашу землю. Нефть, газ, то, что добывается полезные ископаемые, вам тоже не достаются. Есть уже компании, короли ваши, царьки, которые все это получают. Вы получаете свои эти 15, 20, 30 тысяч рублей. Все. У вас ничего этого нет. И от чеченцев вам ни холодно, ни жарко. Только когда вы идете их убивать, в ответ вас тоже убивают и калечат. Именно то, что вы получаете от этого. Простым обычным россиянами обращаясь. И не только к русским, да, в том числе там много разных там людей у нас. И по контракту служат там, да, и воюют. И людей убивают. А если вы сделаете свободный, кто захочет, уйдет. Крым однозначно захочет уйти. Ичкерия однозначно захочет уйти. Ну, я не знаю, захочет ли там Дагестан уйти, Ингушетия уйти. Это на воле изъявлений народа свободно, честно выбрать, провести выборы
и посмотреть, хотят они остаться с вами, не хотят, это сугубо вот без пистолета у виска, да, там к дагестанцам приставлены. А честно спроси дагестанца, хотите вы свое государство? Ну, стройте. Не хотите, оставайтесь в составе России. И так далее. И все народ, татары хотят там, казанские татары, захотят там отделиться. Дайте уйти татарам. Захочет там Дальний Восток отделиться, хоть там и русские живут, но между вами нету ни дорог нормальных, огромная территория. Может, они будут успешными государствами, как, например, Австрия и Германия. Говорят на одном языке, в Швейцарии тоже говорят, часть говорит на немецком языке. Живут в разных странах, абсолютно, у них нет никаких границ, у них свой бюджет. Ну, люди развиваются, свободные люди пытаются развиться. Почему вы нам не даете развиться и сами не развиваетесь, да? Для меня это большая загадка. Ну, для чего вам это надо? Сделайте нас союзниками. Мы договор соблюдаем как никто, в отличие от вашей власти. Будем союзниками, будем друзьями там, через 20-30 лет, когда станут там маленькие, там русское государство будет появиться, дальневосточное появится и так далее. Ой, сложно с вами, русские, сложно. Ни себе, ни людям, как говорится. Так, поехали дальше. Так. Поехали дальше. Виталий Днепр. Что говорить о других? Если русские, называя нас братьями, напали, оккупировали Крым и Донбасс, убили более 13 тысяч украинцев, они совершили самый страшный грех братоубийства. Да, Виталий Днепр, абсолютно с вами согласен, но, знаете, вы рассуждаете так, как вы верили в то, что на вас не нападут, ну потому что ваши многие на том же там Донбассе служили у нас в Чечне, это другое государство, получая по контракту, как наемники воевали у нас. Вы верили, что это ваша там братская страна, у вас руководство страны было абсолютно пророссийским, марионетка российская, СБУ, агент ФСБ, министр обороны и так далее, и так далее. Вы очень доверились. Но, скажу вам так, это была ваша ошибка, а не их, не только их ошибка. Потому что, когда развалился в 91 году Советский Союз, мы, чеченцы, у нас огромное количество русских было. У нас процентов 80-90 в Грозном, а тогда еще жило русское население, там, или 80%, ну, русскоязычного, скажем так, населения. И эти люди и были нашей гарантией, что на нас русские не нападут. И у нас не было с ними никаких проблем. Мы не видели причину, на каком основании на нас нападут. Есть закон, государства разделились, мы разошлись. Вчера мы учились в одних школах, мы все говорим на русском языке. У нас нет никаких проблем с нашими русскими, которые наши граждане. И мы не верили, что вчерашние граждане, через 3 года после развала Советского Союза, граждане Советского Союза, вчерашние наши сограждане, напали на нас. И с таким остервенением, с такой ненавистью, я лично, который увидел в свои 17 лет вот эту зло, ненависть русскую, для меня это до сих пор непонятно. Я прожил среди русских очень много лет, и все равно для меня непонятно, откуда в людях взялась вот такая ненависть. Что они творили. Во Вторую войну творили еще больше зла, чем в Первую. Это вообще было безнаказанное убийство. Потому что первый раз им сошло с рук, и второй раз Запад поддерживал и так далее, и так далее. Поэтому я не считаю, что это братоубийственная война была. Братоубийственная была в ваших умах. Вы думали, что они братья. Они так не думали. Они не думали, ни нас не считали своими согражданами, ни вас своими братьями. Самое главное, что даже если в России начнется гражданская война, то она будет тоже очень жестокой. Потому что русские русских и убивают, ну, по крайней мере, я видел, как сажают эти менты, эти молодых, невиновных могут спокойно сфальсифицировать и сажать людей, русских. И абсолютно без зазрения совести. Нарушение прав идет и у русских тоже по отношению к русским. И сама власть, система КГБ виновата. И они нам точно не братья. Никакие они, ни вам, ни нам, никому не братья.
Это враги человечества, которые должны быть наказаны. И рано или поздно они будут наказаны. Не накажут их сегодня, там, это же ФСБ, не иллюстрируют, не привлекут всех виновных к ответственности, и не пройдет новый Нюрнберг над этим сейчас, то он пройдет через 10 лет, он пройдет через 20 лет. И эта система никуда не денется. У них академии, у них кадры, у них вот люди, которых они будут рекрутировать на новые, вот, стареют, да, состарятся и умрут. Ничего подобного. Там очень хорошо сформировавшаяся такая система. Эта система, она проникшая во многие западные страны, особенно после развала 91 года. И когда им разрешили, да, все, вы свои, заходите. Они заходили не как друзья, не как к вам, братьям, к нам, как согражданам. И тут как идеологически единомышленников, да, в Европу они заходили. Они заходили с целью поставить своих людей, завербовать и так далее. И Европе рано или поздно, и США, и Европе придется это скидывать. Скидывать это придется или очень болезненно, быстро, или долго, кропотливо и так далее. Придется душить эту систему. Не знаю, к чему это придет, но когда этому придет, но рано или поздно это к этому придет. А мы должны, как люди, которые понимаем, в том числе и русские, не бояться. Вот я позавчера общался там в стриме, меня обзывали там предателем, причем осетинка меня называет предателем. Точно так же не бояться русским, что вас будут называть предателями. Нет, вы не предатели. Предатель тот, который идет на поводу там, у царя и гнобит свою страну и свой народ. Посмотрите на своих стариков и на своих детей, на своих инвалидов. Это больше вам ничего не надо. Во все ваше величие заключается в ваших стариках, женщинах и инвалидах. И все. И если вы думаете о русских, если вы думаете о своей стране, да, не как фашист, нацист, что я русский великий, остальные ничто. Нет, все нормальные, я вот за своих пока буду думать. Не делать другим плохо, да, ради того, чтобы стать великим русским, а сделать хорошо для своих вот этих слабых. Вот тогда вы сможете стать. До тех пор вы не станете, а сами вы становиться не собираетесь, соответственно, вам нужна помощь извне. Не бойтесь, что вас назовут предателями. Вас назовут и предателями, и шпионами, и врагами этими, и там, наймитами и так далее. Это все было в истории. И смерть шпионов была такая структура палачей, да, СМЕРШ. И никто, по крайней мере, до сих пор из них не осужден. Вот такое уже и сейчас появляется. И будет далее. Видео. Если Европа признает геноцид чеченцев, ситуация изменится, но Европа этого не сделает. Да, если геноцид сегодняшний признать, то ситуация, конечно, изменится. Но изменится ситуация, если мы будем что-то делать. Если мы ничего не делаем, ничего не будет меняться. Не будет за нас там Швабы ездить, другие ездить. Этот Шваба поехал после 3 лет, там, 2 лет, огромной работы, огромного количества не немцев, других людей. Чеченцев, других национальностей, которые там трудились. Вот эти люди заставили, вот вынудили сложили эту ситуацию так, что Шваба поехал. Мы должны отстаивать свои права. Никто за нас не будет ничего отстаивать. Например, в 2004 году Европарламент принял резолюцию о признании геноцидом депортацию 1944 года. Мы не проводим никакую работу по этому поводу. Где мы, где чеченцы, где интеллектуальная наша мощь? Где? Нету этой мощи. Только могут там сказать, ты там плохо говорил, ты это неправильно сказал, ты там это сделал, там еще что-то сделал. А где реально работа наша ночью? Ну давайте, сколько можно уже? Шок даю олханю, шеэдега хыльдолумаду, цахуман цахум дамадизива. Признал нас Европарламент. В 2004, 44 год хыльдол. Вот эту депортацию, акт депортации, геноцид под видом депортации. Признали, все. У нас есть резолюция. Нам надо обращаться в Украину. У нас много людей сидят в Украине. Почему эти украинцы, эти же чеченцы, которые живут в Украине, граждане Украины, не занимаются этим вопросом?
У нас есть в других странах, в европейских странах. Почему мы не доводим это до этого? Есть много богатых людей. Где вы, богатые люди? Не нужны ваши деньги вам. Вы на тот свет не заберете. Потратьте там $1 000 000 на то, чтобы помочь своему народу. Сколько так можно? Так же нельзя. А так изменится, если мы будем. Вот смотрите, мы занимались вопросами депортации чеченцев. Мы говорили об этом, нас услышали. Теперь Шваба об этом сказал. Теперь другие сказали. Убили Зелимхана Хангашвили. Зелимхана Хангашвили убили. Это стандартная ситуация по Зелимхану. Зелимхан сражался против оккупантов. Приехал с другой страны. Соседней нам страны, с Грузии. Приехал и защищал нашу страну. Уехал после того, как там вынужден был уехать. На него было совершено покушение. Он уехал в Германию. И что делает Россия? А что еще ей сделать? И все это очевидно, вот налицо, вопиющий открытый факт. Зелимхан, просит политическое убежище, вслед за ним приходит бумажка, что он исламист. Все. Зелимхану начинаются проблемы. Зелимхан уже нейтрализован. Он не может ничем заниматься помощью своему народу, своим товарищам. Он должен заниматься только вот своим этим делом. Ему никуда не связываться нельзя. У него постоянное давление. Потому что в любой момент отдадут на пытки и смерть. И то, что это не шутки, что мы тут сидим, придумываем. Я сижу, придумываю, что вот нас отдают, убивают, пытают. Это доказательство этому. И вот он начинает заниматься своими делами, вся его проблема, все средства, вся его мозговая деятельность уходит на решение вот этой проблемы. Как здесь нелегко, все знаете, кто здесь находится. Да, в Чечне вообще тяжело, но здесь ведь тоже не сахар. И вот Зелимхан еле как отстаивает свое, что делать, чтобы отстоять свое доброе имя, чтобы его не считали ни террористом, ни радикалом, ни исламистом. Человек отстаивает свое право. И вот после этого его берут и в центре убивают. Россия не смогла добиться его выдачи, и он остался в списке, где его нужно убить. Как можно в эту страну отдавать людей? Исламист он, каратист он, я не знаю, маньяк он. Нельзя никого отдавать. Никого нельзя отдавать в Россию. Это преступление. И никто за нас это делать не будет. Огромные миллиарды, хорошо отработанный механизм, огромные миллиарды вливаются на то, чтобы нас опорочить. Deutsche Welle, русская редакция нас порочит. Русская редакция. Ост-Уэст канал, тоже на русском языке, который позиционирует себя а-ля еврейский, а-ля русский, непонятно. В прямом эфире транслирует вот эту болтовню Путина. 2-3-часовую вот эту болтовню в прямом эфире выставляет. Ну, че это как? Террориста, бандита они делают. Остальные, Радио Свобода, другие, очень аккуратно, где-то там могут упомянуть Чечню, назвав боевиком, исламистом, сказать по официальной версии убить нападавший, входивший исламское государство. Это что это такое? Радио Свобода или другие какие-нибудь каналы выдают такую информацию, но это преступление, это пособничество. И по-другому это нельзя никак квалифицировать. Все прекрасно это. Если спрятать голову в песок, это не значит, что этого не происходит. Если вы не видите, и у вас там торчит только одно место, то это не значит, что вы или некомпетентны, или вы соучастники. А я считаю, вы компетентны, вы неплохие журналисты, многие из вас. И значит, вы соучастники. Нету никакой официальной власти. Есть оккупационная власть. Если вы ее не считаете оккупационной, тогда я скажу, что это нелегитимная власть. Ни по каким законам. Ни по избирательному праву Российской Федерации, которые избирают или назначают ее и не по нашему. Не международное право, которое является над правом и российским, и чеченским законодательством. И немецким в том числе законодательством. Международное право. Так как это получается? Убили парня, он оказал сопротивление. Как можно верить им? Нету ни одного случая, чтобы была возможность и не соврали. А нам не верят, а нам говорят, это же неофициальное лицо. Как неофициальное лицо?
Просто бред. И опять же я говорю, наша вина, ногчи, даяк уже, даял шок, даял трепет, даял шедулума, даял, да вот, да, иш херя, стац болчей. Да, цацум уже, но тагану, вой, баконш, вою, вой, заюля, деш цахела. Ша, волча. Каждый у себя в городе, в стране, где вы находитесь, вы должны создать центр, где вы должны доносить. Это будет наше гражданское общество, где вы будете доносить информацию. Нужно создать пресс-релиз. Где помощники, где друзья, где люди, которые занимаются этим, разбираются в этом, говорящие на всех языках этой страны. Так что, да, есть помощники, есть, но у нас так, как редкостные экземпляры, не так много, да, которые хотят. А так просто, чтобы там попить чаю, посмотреть там стрим, поговорить о политику, выключить телефон или телевизор и забыть это. Ну, это же неправильно. Так же не может продолжаться. Так нас будет, мы можем просто дойти просто до нуля. Да, нас останется ноль. Нас больше не будет. Так, салам алейкум, ва алейкум салам, всем ва алейкум салам. Маждада, все, кто воюет против империи зла, союзники Ичкерии. Совершенно верно, Маждад. Так. Рамазан Магомедов, как думаешь, Россия построит коалицию с Турцией? Мы вам газ, туристов, вы нам помидоры. Да, я считаю, что вообще Эрдоган, ну, короче говоря, вот эти все защитники там, да, вот я ругаю, например, там Европу, да, что Европа выдает там, что вот они такие, там потом мне кто-то пишет, кафиры, они все заодно, там, и так далее. Я Европу ругаю, там, Германию ругаю, в частности, да, и другие страны. Не потому, что они кафиры или не кафиры. Я говорю ситуацию, которую я вижу. Ну, давайте поговорим о тех, о ком я вообще даже не упоминаю. Это лидеры исламских государств, лидеры мусульманских стран, лидеры Турции, например, да. Да, они не выдают наших бойцов, и слава богу, хотя там есть сопротивление общества, которое все отлично видит. И там наши чеченцы, которые раньше еще уехали, и сейчас, которые приехали, они в достаточной степени информируют турецкие правоохранительные и судебные органы, поэтому не выдают. Нас здесь в этом плане мы не дорабатываем, чем Турция. Ну, возьмем в целом страны. Где исламские страны, где вот эти страны? Я за них даже не говорю вообще, потому что их не существует. Для нас как помощи от них нет. Им нужна наша помощь, получается. Мы в этом положении, маленький, вот такой маленький народ, должны им помогать. Построят они или нет, но Эрдоган такой же скользкий тип, как и все остальные, которые там болеют, радеют там за права там мусульман, там, чтобы привлечь внимание. Мы вот за права мусульман, все, привлекли мусульман. Мы теперь за права там всех арабов, привлекли внимание арабов. Мы теперь спасем всех палестинцев. Вот так, спасая палестинцев, в каком состоянии находится Палестина. Ни порядок там не наводится, ничего там не меняется на протяжении вот огромного количества времени. Потому что кому-то надо о чем-то там решать свои вот эти вопросы. Так, Галина Коснарева. Я проживаю в военном городке. У нас много людей любых национальностей, в том числе чеченцев, лезгинов, осетинов, дагестанцев. И у нас одно общее. В трудную минуту поддерживаем друг друга. Понятно. Желаю вам удачи. Вы все знаете, что Аслан не хочет обсуждать... Да, совершенно верно. Скажи, зачем я жду звонка. Так. Милана Джефферсон. Суахка модер цая. Милан, у меня все проверенные модеры. Вот сходим с тобой там в бой один раз. И вот тебя тоже сделаем модером.
Так, Тамерлан Бейк, Рахмади Иркен. Ассаламу алейкум, братья, ассаламу алейкум от муслимов Башкортостана. Ва алейкум салам, Башкортостан. Это, наверное, где-то в Башкирии, да? Так, поехали дальше. Руслан, я читаю твой комментарий. Это очень смешно. Так, так, Галина Коснарев. Простые люди не виноваты, что их разделили по национальности. Это политики посеяли вражду между людьми. Мы за мир. Так, Шамиль Яхья приехал на пару часов в Чечню для того, чтобы был повод не выдавать вид на жительство. Впрочем, всем с Кавказа, так как все косили по чеченцев, чтобы открыто сказать, нет в Чечне проблем. Сенатора Аслан, а ты Мамишевым хорошо знаком? Я вас видел, как вы вместе митинг устроили возле озера Швейцарии. Разве возле озера митинг устроят? С Мамишевым я вот познакомился чуть раньше вот этого нашего марша. Мамишев знаком с Айдамином Ибрагимовым. И познакомился, нам очень помог Лачин Мамишев. Очень благодарны ему за это, оказал большую поддержку, и было приятно, что нас встречали с азербайджанскими флагами. Ну и азербайджанская кухня тоже была очень вкусная. Так, Дима Вин, вот смотрите, друзья, ночи, рак стал хитрее, наняли человека со славянским лицом, чтобы тот убил Хангашвили, потому что рак уже спалился на Немцове, когда поймали в Москве кадыровцев. Дима Вин, это неправда, это неправда. Рак хитрее, может, и там стал, конечно, опыт, наверное, какой-то у него приобрелся, но убили, потому что в первую очередь, если бы, я думал над этим, если бы убили бы, заказали бы убийство именно чеченоговорящему этническому чеченцу, то можно было бы как-нибудь отследить связь между этими чеченцами. И утечка информации могла бы произойти. И я так считаю, в попыхах быстро это действующий кадровый офицер. Там знаете, как бывает ситуация? Чтобы было понятно, да, сейчас как раз тогда закончим на этой теме по поводу вот убийцы Зелимхана Хангашвили. Подозреваемый в убийстве Зелимхана Хангашвили, как выяснилось, его фамилия является Степанов. Владимир Степанов, это бывший старший оперуполномоченный ГУВД Санкт-Петербурга, говорит радио. Это говорит не Радио Свобода, это говорит Нью-Йорк Таймс. Газета The New York Times говорит. Вот этот гражданин Владимир Степанов был осужден в 2005 году Свободы за убийство гендиректора концерна Проммашининструмент Елены Нищерет и приобретение, хранение, сбыт боеприпасов. Короче говоря, этот человек был пойман за убийство, его арестовали, посадили на 24 года, но знаете, как там происходит? Например, помещают там, помещают в ШИЗО. Вы живете там на очень хороших условиях, если вы такой засланный такой чувак. Во-первых, вы занимаетесь разведкой, внутри выясняете, вы как авторитет, берете под контроль разные вот эти преступные группировки, которые очень сложно ликвидировать, их нужно, потому что их много, их нужно контролировать и возглавлять. И вот вам нужно убить человека, вам быстро выдают паспорт, вытаскивают из тюрьмы, как будто вас в ШИЗО свели с камеры, вас пускают там куда-нибудь там в одиночную камеру. В это время за вами заезжает машина, вы садитесь в машину, выезжаете, совершаете убийство, вас возвращают. У вас стопроцентно железобетонное алиби. Даже если там найдется отпечаток пальца, где-то вас увидит там или сфотографирует камера, или увидит свидетель какой-нибудь и так далее. Что вы можете там со стопроцентной доказательной базой прийти и сказать, что я в это время отбывал уже судебный срок. Причем
в эти тюрьмы попадают, и эти люди, ну, знаете, как очень хорошее место, где можно скрыть преступника. Особенно хорошо это делать в самой России, когда надо совершить преступление такого плана, убил и обратно вернулся к себе на зону. Сидишь дальше, надо, выходишь, за место тебя может там кто-нибудь другой посидеть, тебя уводят там из бура, да, ну ты уже влип там 24 года, там разная может быть ситуация, может быть по заданию человек сидит, а может реально влип, и вот он уже теперь как бы работает дальше на своих бывших коллег, продолжает там нести службу по этим убийствам. И я считаю, что никакого кадыровца там следа нет, никакого вообще кадыровца не существует. Есть агент ФСБ Кадыров, остальное все вытекает из этого. Это может быть успешный агент, его может 24 часа в сутки по телевизору показывать, у него может быть там 200-500 тысяч подписчиков, но это не значит, что человек самостоятельный и независимый. И агент самый, что не настоящий. Поэтому Кадыров не мог никого послать, тем более за границу. Кадырову что можно, на территории Чечни можно исполнять роль и карать, и миловать свой народ. В угоду русских оккупантов. Вот, запомни, Кадыров, что ты делаешь. И ты, и вот рядом с тобой те, что стоят. Так, был застрелен Зелимхан из пистолета с глушителем. И вот выясняется, что вот этот человек, с большой вероятностью можно сказать, что вот этого человека зовут Владимир Степанов. Так, где это мотал? Это говорит о том, что человек абсолютно стопроцентно заслан Российской Федерации, и никто самовольно вот так на территории Германии убивать в это трудное время работать там за границей в тот период, когда должна провестись вот эта ветка Северный поток-2 и так далее, и так далее. Вот это сейчас было, кстати, очень невыгодно делать кому-либо, если не с самого верха это санкционировано, с самого верха. Понимаете, непосредственно Путин сказал, давай, как только Меркель вот себя так повела, сказала, что нет, не должен Путин возвращаться. Она придерживалась закона, правил, сказала, что он не должен возвращаться. Все, после этого возникла вот такая вот ситуация. Это, я считаю, абсолютный, стопроцентный теракт. Теракт, террор, запугивание высшего руководства России, Федеративной Республики Германия. Так что отсюда и следует делать выводы, откуда это идет. Тайфун, Калифорния. Основа. Европа не поддерживает выход любой нации из состава какой-либо страны. К примеру, Каталония. Они провели референдум, большинство были за выход. Однако ЕС осудил решение каталонцев. Ну, я не думаю, что туда вводились танки там, и так далее. Я не знаю всех вот этих моментов с Каталонией, но я знаю, что мы не являемся частью Российской Федерации. Мы, Чеченская Республика Ичкерия, вышли из состава СССР, соблюдя все советские и российские, в том числе и международные все законы. Единственный документ о том, что Чечня является частью России, появился в 2003 году, когда был проведен незаконный, нелегитимный, преступный референдум в оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, который со всеми нарушениями, не имея права при живом президенте Аслане Масхадове, который вел партизанскую войну, возглавлял свой народ в этой войне. Военные оккупанты, более того, да, дислоцирующие оккупационный вот этот континент, он голосовал за это. Но это вопиющее просто, это смешно. Поэтому мы не являемся Россией, никогда ею не будем, никогда не были, не будем частью Российской Федерации. И весь мир может перевернуться вниз головой, Каталония может остаться там где хочет, выйти или остаться.
Брексит может произойти или не произойти, может развалиться Европейский Союз или Соединенные Штаты, для нас не имеет никакого значения. Наше государство никогда не было частью и никогда не будет частью Российской Федерации. Даже из Советского Союза мы имели право, не соблюдая какие бы законы, выходить. Но так как нужно было, мы все соблюли. Поэтому по поводу с Каталонией не думаю. Хотя, я думаю, если бы оружие взяли бы, знаете, вооруженное сопротивление, это не мародерничество, не это, просто вооруженное сопротивление, незаконной власти, оккупации и так далее. Это законные методы. Каталонцы, которые провели референдум и не смогли, могли взять оружие, камни, бутылки с зажигательной смесью, выйти и отстаивать ценой своей жизни, ценой своей крови вот это право. Мы это продолжение того же протеста. Тот же протест, как есть мирные формы протеста, так есть и не очень мирные формы протеста. И точно так же мы провели референдум только лишь войной. Какой народ 20 лет может воевать, и это не будет считаться референдумом? Референдумы мы уже провели, в отличие от каталонского, очень давно и надежно. Поэтому сравнение абсолютно некорректно. Так. Дима Винт, значит, Вова Путин запретил Кадырову самостоятельно засовывать свой хобот за границу, убивать там чеченцев. Не знаю, мы же не знаем, каким образом Кадыров-старший перешел на сторону Кремля. Да, мы много чего не знаем, и у Кадырова хобот суется только туда, куда ему разрешается. И вы глубоко ошибаетесь, если вы думаете, что и там вводите в заблуждение, или сами введены в заблуждение, что если считаете, что Кадыров это какая-то независимая фигура. Возьмите любого губернатора, главу субъекта, сколько сейчас в Дагестане их поменялось, сколько в других местах поменялось. На территории Чеченской Республики, временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, находится больше войск, чем в любом другом регионе. Ну, тот же взять на всем Кавказе. И там меняются спокойно. Поменять Кадырова, знаете, вот идут вот эти потоки, финансовые потоки, политической поддержки, там какой-нибудь другой поддержки, политической, информационной, финансовой, военной поддержки. Вот идет вот на этого главу. Сегодня вы являетесь, допустим, главой, да, Дима Винт. И завтра я решил, что вы не должны быть главой по какой-либо причине. Мне выгоднее, чтобы вы не были уже главой. Вы не уходите, я вам говорю, давай сложись полностью, я как президент пишу документ, говорю, все, вы сняты. Он говорит, нет, я не снят, я буду продолжать нести все вот это. И я просто беру вот эти потоки, которые на вас идут, я поворачиваю там на другого, на Иванова, там, не на Диму Винта, а на Петю Болта. И все. И вы остаетесь просто маргиналом, у вас ничего не бывает. Поэтому это все сказки. Да, конечно, хотят, очень сильно хотят сделать так, что показать, что это внутричеченский конфликт, это гражданская война, что этот какой-то тиран, этот как его, Кадыров там, да, там и так далее. Это все ложь. Всем заявляю, всем немцам заявляю, всем европейцам и американцам. Русские там хотят слышать, пускай слышат. Никакого там тирана Кадырова нет. Есть путинский тиран, ФСБшный тиранизм. И неважно, Кадыров там будет, или там Демельханов, или Даудов, или Хачукаев, или Хучиев там, да, там будет. Это неважно, кто там будет. Над нами творит геноцид, творила, продолжает творить Российская Федерация и ее органы. Нету никакой, не надо нам вот эти сказки рассказывать. Много-много, если вы скажете, халва во рту слаще не будет. Не станет Кадыров, да, кто-то может поверить, мы в это не поверим. И вот я лично занимаюсь этим, очевидные вещи рассказываю просто, понимаете, очевидные. Я знаю, что даже это не нужно обсуждать, я знаю, что некоторые меня смотрят и все прекрасно понимают, даже я два слова скажу, они знают, о чем будет предложение. Но есть люди, которые не понимают, и мне приходится вновь и вновь это разжевывать. Нету никакого независимого политика Кадырова. Кадыров не убивает людей.
за границей только потому, что ему там кто-то не понравился, или кто-то его там оскорбил, там и так далее. Да, они могут попробовать что-то предпринять, но только с разрешения посольства и своего куратора из ФСБ или из администрации президента. Так что ситуация обстоит именно так и никак иначе. Что бы ни хотели. Россия давным-давно хотела, как мне тут подсказали, и я постоянно привожу этот очень удачный пример, когда встречался Ельцин с Зендербиевым, да, чеченская сторона, заканчивалась Первая русско-чеченская война, и они встречались в Москве. Ельцин хотел сесть во главе стола, а Яндарбиева и вот эту марионетку Доку Гапуровича Завгаева посадить напротив Яндарбиева. И всем эти кадры облетели весь мир, и все прекрасно помнят эту запись, когда Яндарбиев отказался садиться напротив Завгаева во главе стола, когда будет сидеть Ельцин. Он сказал Ельцину: садитесь напротив, мы с вами будем разговаривать. И Ельцин сказал: мы не равны. И в этом был он абсолютно прав. Конечно, они не равны. Это вонючий алкоголик, а этот борец за свободу и за свободу своего народа. Конечно, они не равны. И Яндарбиев сказал: даже если мы не равны, а это правда, что они не равны, нам нужно этот вопрос решить. И они как бы сели и решили тогда этот вопрос. И тогда это было очень-очень показательно, как Россия хочет стать над конфликтом и показать, как чеченцы с чеченцами тут между собой решают какие-то вопросы. У нас нет проблем с чеченцами, у нас нет проблем там с исламом, у нас нет никаких проблем вообще ни с кем на этом земле, ни с национальностью, ни с православием, ни с иудаизмом, ни с кем бы то ни было у нас нет проблем. Мы очень древний, очень мудрый, без ложной скромности скажу, народ. У нас очень взвешенный, очень хорошо адаптированный к человеческой жизни, к социуму, проживания на этой планете с людьми. Мы уживаемся со всеми. Мы не воюем, не завоевали ни одну часть, ничьей территории никогда. Мы никогда не совершали агрессивных войн, мы не совершали геноцида ни над своим народом, ни над чужим народом. И мы народ, который должны жить отдельно от русских. Единственное, с кем у нас есть проблема, это Российская Федерация и русские. И это, их нравится это кому-то или нет, это историческая правда, это объективная реальность. И мы не хотим ни хорошо с вами, ни плохо с вами. Мы хотим раздельно. И это наше законное право, которое уже произошло. И мы никогда не отступим от этого права. Никто никогда не смирится с этим. Не смириться с этим. Никогда. Можете просто не тратить свои усилия на это. Оставьте нас в покое. Мы уже победили. Мы, чеченцы, пережив геноцид, пережив уничтожение треть народа, мы победили. Ваш загнивающий, дохлущий Путин, он сейчас сдохнет. И эти преступления, которые на нем были, эти преступления, как когда-то преступления Сталина, новый, даже имперец, даже русский фашист, он начнет их с себя скидывать. А у нас все заархивировано, у нас все готово. Как только в мире появится нужная политическая ситуация, и наш вопрос поднимут, и мы в этом не сомневаемся. И мы работаем над тем, чтобы его подняли. А до тех пор, пока его еще не подняли на этот уровень, и мы не провели новый Нюрнберг там, в Грозном, в Джохаре, в бывшем Грозном, мы должны отстаивать сегодня наши права, готовить кадры, потому что создать государство — это очень серьезно. Нам нужны кадры, нам нужны молодые ребята, нам нужны мудрые люди, взрослые люди, которые будут заниматься нашей государственностью. И это просто задумайтесь, чеченцы, сколько государств на этой земле, которые входят в Организацию Объединенных Наций. И нам дадут там место в этой Организации Объединенных Наций. И вот нужно будет с этими сотнями государств нам устанавливать дипломатические отношения. Нам нужно будет подготовить дипкорпус. Оставим, что будет в Чечне самой. Просто наладить отношения, прислать там в Германию, там в Африку куда-нибудь, в Китай, отправить нашего посла, дипкорпус целый, там, несколько людей подготовить. Это только то, что надо, если мы хотим быть независимым государством. Сегодня за нас это делает Россия. Да, она представляет и в ущемленном форме решает наши какие-то насущие проблемы. Но при всем при этом, когда мы будем,
сами жить, нам это все самим нужно будет делать. Это огромный труд. Внутри нужно создать общество, внутри нужно наладить там государственный аппарат, спецслужбы, правоохранительные органы, судебную систему. Самое важное, судебную систему, верховенство права, чтобы было. Ну, это будет огромный труд чеченцев. И его нам надо делать всю нашу жизнь. И без образования мы это не сможем сделать. Нам нужны толковые, понимающие, государство образующие, мышление имеющие люди. Это большой труд. Я много говорил, я не буду сейчас отвечать на все вопросы, смотрю, вы здесь много написали, я на этом закончу свой стрим. Все будет у нас отлично, у нас лучше, чем мы предполагаем. Объединяйтесь, у нас, я уже вижу сформировавшееся, формирующееся общество, гражданское общество. Не ссорьтесь, не ругайтесь там, по религиозным причинам, по политическим причинам. У нас есть только вот два лагеря, которые мы можем делиться. За оккупацию и против оккупацию, за свободную страну и против свободной страны. Все, внутри мы сами договоримся, кто поедет там, куда, это будем разбираться уже отдельно. Все, на этом всем спасибо. Ассалам алейкум вараматуллахи ва баракату. Всем всего хорошего. Желаю всего всем хорошего. До следующего стрима. Всем пока.